Доброго времени суток всем нашим подписчикам. Хотим немного поделиться нашими новостями. На сегодняшний день мы решаем вопрос с территорией. По поводу аренды участка мы пока немножечко притормозились, так как 18 числа будет состояться сессия депутатов в том поселке городского типа, где находился до этого наш приют. И там мы представим свой проект нашего реабилитационного центра и нашу просьбу о выделении участка для строительства этого реабилитационного центра для собак. Так как проблема с безнадзорными животными в данном поселке городского типа стоит очень остро, так как у администрации не заключены договора на отлов, стерилизацию, вакцинацию, так как в администрации уже были проблемы с прокуратурой и администрацию обязали построить приют, поэтому я думаю, что у нас должно все получиться. В настоящее время наши собачки находятся в гостях на передержке. Мы ежедневно ездим, кормим, убираем, ухаживаем. Также сейчас мы очень плотно подошли к проблеме оказания ветеринарной помощи собакам, находящимся в ППЖ города Якутска, Чеченко 57, также своим подопечным, которые нуждаются сейчас под свою опеку, забираем собак. Сейчас у нас, как вам известно, у нас СИД проходит химиотерапию, лечение. Дай бог, все успешно и видно уже результаты, что ему лечение идет на пользу. Вот. Также у нас несколько щеночков новеньких, которые в поисках дома. Тоже им предстоит сейчас дальнейшая вакцинация. И вроде бы как есть несколько откликнувшихся семей, которые готовы принять наших малышей. Также очень много малышей на пристройстве. И сейчас мы едем за очередной собакой, у которой пока неизвестный диагноз, но очень большая опухоль в области морды. Видно, что какое-то старое загноение, либо это также какая-то опухоль. Также очень много собак после зимы, видимо, все от качества сена зависело, или вот от того, что оно преет, там гниет. Очень много собак с демодекозом. Очень много собак. Мы вот сколько могли себе позволить, купили медикаментов инспектора. Сколько вот получилось у нас на тех собачек, которые совсем уже поражены этим недугом, то есть уже до гнойных воспалительных ран. То есть вот мы купили препараты сейчас. Ну вот сейчас едем забирать собаку. Как заберем, как будет известен диагноз, чем сможем, тем поможем. А так вроде бы солнышко светит, на улице весна, правда очень грязно. Собак на улице появляется с каждым днем все больше и больше. Но мы не отчаиваемся, уверены, что все получится. Самое главное, чтобы все наше лечение, все наше старание, все наши хлопоты и заботы достигли нужных результатов. Касаемо нашего СИДа, значит, изначальная тактика лечения была выбрана неправильно ветеринарами. Потому что изначально нам просто сделали прокол, нам поставили дренаж, чтобы, значит, эта гнойная жидкость отходила, нам прописали антибиотики, витамины, еще кучу разных препаратов. То есть все это лечение нам не дало никакого результата, на пользу оно ему не пошло. Поэтому мы обратились в другую клинику, к хирургу. То есть нам сделали там чуть ли не целую операцию. Взяли анализы на биохимию, то есть мы сдали, потому что у хирурга возникло подозрение, что это раковая опухоль. Ужасные там процедуры всякие делали, то есть он молодец, но все под седацией ему делали, то есть боли он никакой не испытывал при этом. Вскрыли, значит, там это все. Ну и сейчас злокачественное образование, оно не подтвердилось, но выбрали мы как это венерическая опухоль собак. Что такое бывает, вот нам рассказали, я до этого тоже не знала. Поэтому выбрали тактику лечения совсем другую. То есть мы делаем химиотерапию. Вот у нас в конце недели будет 3-я химиотерапия. Принимаем определенные препараты, которые нам прописали. И у СИДа практически... Мы приехали в Доктор Вет. Вот.
впечатления сейчас? У меня ужасно болит голова от запаха. Еще что можете сказать? Ну, что могу сказать, что там, значит, сейчас, если это заболевание, которое нам сказали, вот эти черви, что это не просто дымотокоз, что это вот это, как-то я сейчас забыла уже, то значит, все собаки там заражены. Чего они лысые, все одинаковые? Значит, у всех одна и та же ерунда. Ну, вот что я так понимаю, что лечение предстоит непростое. Собаки у нас непростые, что сид, что Бонзай. что бонзай. Слава богу, что рада вроде нормально все. Просто, видимо, что-то скушала не то. Ну вот уже поздний вечер. Едем, везем собак на место и потом поедем домой, а утром уже на работу опять.